Моя фамилия Кузьмин Юрий Геннадьевич. Я являюсь руководителем ГКУ «Русовья-Якутское лесничество». Свою работу я начал в этом же якутском лесничестве, в то время Якутский лесхоз, в марте 1981 года. Это ровно получается 40 лет. В марте прошло 40 лет, как я работаю в одном предприятии, в одной организации, скажем, в одном предприятии. Начинал я свою работу после Якутского сельскохозяйственного техникума мастером леса, потом участковым лесничим. Ну, а потом, когда все это дело, скажем так, ушло, лесничество, объединили все в одно большое якутское лесничество, то я в 2009 году стал руководителем якутского лесничества и до сих пор работаю здесь. Ну, лесничество у нас небольшое, работы, скажем так, очень много, даже с организацией тушения пожаров, отвод делян, санитарные рубки, всеми там назначения. Вот по сибирскому шелкопряду лесопатологическое обследование проводили нынче большой период. В итоге сейчас в этом году Рослесзащита и департамент проводят мероприятия по борьбе с этим сибирским шелкопрядом. Ну а так вот и получается потихоньку и 40 лет, скажем, незаметно, на сегодняшний день незаметно. Так я и вот вся жизнь. так и отработал всю свою жизнь. И можно в двух словах, пожалуйста, вот о технологии встречного отжига, да? Еще раз. Ну, встречный огонь на сегодняшний день самый эффективный вид борьбы. Потому что его, если он даже скажем о том, что когда идет верховой пожар, и вовремя отжечься, то его можно остановить. Потому что в это время сжигается все перед пожаром. Пожар вглубь далеко не уходит, а создает дополнительную минерализованную полосу там, шириной, может быть, там 500-600 метров, ну, в зависимости от пожара, конечно, от его площади. Чем меньше пожар, тем меньше, естественно, отжиг идется. Но отжигаются те участки леса, которые не смогли опахать минерализованной полосой. Или вручную, или как вот здесь, плугом по КЛ-70 при помощи ДТшки. Потому что кромка маленько забита, трактор туда не может подойти, он берет пошире. А для того, чтобы было это все безопасно, все, что остается до минерализованной полосы, все это отжигается. Вот оно все отгорит, все, и пожар успокоится. Ну, на сегодняшний день этот пожар, наверное, еще надо будет следить несколько дней, потому что он уже уходит в глубину, горит корневая система, гумус подгорает там все, и это все лежит долго. А такой угрозы нет, что, допустим, сейчас ветер или как-то погода сменится, и вот этот встречный отжиг может спровоцировать? Но для этого встречный отжиг, он отжигается не сплошняком все сразу, а он отжигается частью. Вот немножко они отожгли метров 60, наверное, да? И все люди, вот обратите внимание, люди стоят по кромке и окарауливают все это дело. Вот он сейчас дойдет до полосы, от нее отойдет, хорошо, они почистят, и так потихоньку метров 50-60 пойдут дальше в круг делать. Конечно, тут надо посматривать очень много, чтобы ветер, большую роль, потому что играет ветер, может перекинуть, поэтому много сильно жечь не надо. Скажите, пожалуйста, вот специалистам, вот кто мобилизован, ну вот именно специалистам, да, вот какие-то выплаты дополнительные, небольшие хотя бы вот за вредность, потому что мы вот побыли здесь, да, вот журналисты, минут 10 и уже глаза жгет, уже дышать невозможно. Я думаю, вам лучше обратиться к Жулсану Ивановичу, потому что тушением лесных пожаров занимаются ГАУ и Якутия и база авиационной охраны лесов. Это ихние люди, вот, которые работают, которые вот в очаге пожара находятся, живут здесь. Это ихние люди. Спасибо большое вам, огромное.